За выходные дни на вадаёмах в области здарылася адразу дзве трагедыі. На рацэ Мухавец загінуў аматар рыбнай лоўлі. Мужчыне 1975 года нараджэння, інваліду другой групы, стала дрэнна і ён упаў у ваду. Выбрацца ўжо не здолеў. У Лунінецкім раёне падчас купання загінуў 23гадовы малады мужчына. Два дорожно-транспортных здарэнні толькі за мінулыя выходныя дні адбылося на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. На трасе М1 затрыманы вазитель маршрутнага такси, які сеў за руль у нецвярозым стане. По предварительной информации, 22-летний житель деревни Огово Ивановского района, управляя автомобилем марки «Ровер», двигаясь по автостоянке вблизи кафе «Мед», совершил наезд на 29-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирован в Ивановскую центральную районную больницу. Установлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством, так как в 2014 году был лишен. 26 мая около 12 часов в дежурную часть госавтоинспекции поступило сообщение от мужчины о том, что из города Минска выехало маршрутное такси, водитель которого предварительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Около 12 часов 30 минут в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на 151-м километре автодороги М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, сотрудниками ОГАИ и Вацевичского РОВД был остановлен автомобиль марки Volkswagen Crafter. В результате медицинского освидетельствования факт алкогольного опьянения был подтвержден. В выдыхаемом воздухе водителя 1,6 промилле алкоголя. 5 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. У агні загінулі 2 чалавекі. Не обошлось и без трагедии. 52-летний житель деревни Оброва Ивацевичского района погиб в своем доме. Сегодня утром произошла трагедия в Столинском районе. Тоже погиб человек. Причина пожара устанавливается. Хотелось бы еще раз обратить внимание наших граждан, что с начала года на пожарах погибло 34 человека. Более 400 пожаров на территории области произошло. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 12, усяго 16. У Лунінецкім раёне супрацоўнікамі міліцыі спынена спроба дачы хабару. В ходе контроля законности проведения процедур закупок государственными учреждениями, правоохранителями при получении взятки в размере 340 евро задержана начальница лаборатории предприятия. Взятку ей предлагал руководитель фирмы из Минска за благоприятное решение вопроса покупки у них дорогостоящего диагностического оборудования. В настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела за дачу взятки, соответственно, и за получение взятки. Супрацоўнікамі Брэсцкай мытні выяўлена 126 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. При проведении специальных мероприятий сотрудники Брестской таможни выявили факты незаконной реализации спортивной обуви без разрешения правообладателя на использование товарных знаков. Так, 5 индивидуальных предпринимателей в нарушении исключительного права на товарный знак осуществляли продажу спортивной обуви. По результатам специального мероприятия сотрудниками таможни изъято свыше 150 пар обуви общей стоимостью более 15 тысяч белорусских рублей.